Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Амосова Анастасия Титовна. Я специалист по жанрам народного творчества Республиканского дома народного творчества. У меня тема сегодня – общие требования к организации деятельности клубных формирований. Клубное формирование открывается не только культурно-досуговое учреждение, но и библиотеки, музеи и другие типы учреждений культуры. Работа клубных формирований начинается с определения основ деятельности, но нормативно-правовая база в этой сфере самая неразработанная. Мы расскажем по шагам, как создавать клубное формирование учреждений культуры и рассмотрим основы его работы. Сначала вы выбираете тип клубного формирования и определитесь, кто будет в нем участвовать. Для начала соотнесите то, чем будет заниматься клубное формирование, с тем, в какой форме оно будет существовать. От формы будет зависеть набор необходимых документов и содержание деятельности. В своей деятельности клубное формирование руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом культурно-досуговых учреждений, положением о своем клубном формировании и программой. Необходимо локальный нормативный акт, положение о клубном формировании, которое пишет индивидуальные особенности конкретного формирования. Это обязательный этап при создании клубного формирования. Положение о клубном формировании утверждается приказом по учреждению либо постановлением главы поселения. Положение о клубном формировании разрабатывается на основании примерного положения о клубном формировании КДУ и утверждается руководителем учреждения культуры. Положение о клубном формировании это утверждается приказом по учреждению либо постановлением главы поселения. Разработать положение о клубном формировании обязан его руководитель. Разрабатывается на основании примерного положения о клубном формировании КДУ, утверждается учреждением культуры. Положение клубного формирования учреждения состоит из общего положения, примерная численность, наполняемость клубного формирования, организация деятельности клубного формирования, отчет клубного формирования перед учредителями и руководство клубного формирования и контроль за его деятельность. Положение о коллективе – это художественное творчество, это общее положение. Цели и задачи должны быть обязательно организация деятельности коллектива, порядок ведения документации о работе формирования, условия и порядок приема и отчисления участников коллектива, занятия в коллективе, руководство коллективом, права и обязанности участников коллектива, руководителей и родителей, численность и наполняемость коллектива. Клубное формирование может осуществлять свою деятельность за счет предусмотренных по смете на эти цели финансовые средства, частичная самоокупаемость, членские взносы, может быть, и средства, полученных от собственных деятельностей, иных средств, может, гастроли. Творческая работа клубных формирований должна предусматривать привлечение участников на добровольной основе, мероприятия по созданию коллектива в творческой атмосфере, обучение навыков художественного творчества, проведение репетиций, организация выставок, выступления с концертами, спектаклями, участие в конкурсах и других творческих мероприятиях. Документация клубного формирования – это положение о конкретном клубном формировании, приказ руководителя учреждения, журнал учета обязательно должен быть, клубное формирование, программа и утвержденное расписание работы. Организация деятельности коллектива художественного творчества –
Это заявление о приеме коллектив художественного творчества, соглашение об обработке персональных данных, медицинская справка, если это детский коллектив, приказ о зачислении в коллективе художественного творчества, ежемесячный отчет и ежегодный отчет должен быть. И паспорт коллектива художественного творчества – это учетная карточка. Паспорт коллектива художественного творчества составляет ежегодно в 2 экземплярах. Один остается в коллективе, это другой уже как бы на отчете тебе дается. Прием коллектива художественного творчества осуществляется на основании заявления. Так, заявление о приеме пишется один раз при поступлении в творческий коллектив. Заявление пишется на имя учреждения коллектива. В заявлении указывается фамилия, имя, отчество участника коллектива, контактные данные, фамилия, имя, отчество родителей. Если это детский коллектив, на основании заявления сдается приказ о зачислении в коллектив. Так, на основании заявления об отчислении может быть в коллективе из коллектива художественного творчества издается приказ об отчислении. Так, необходима программа и календарный тематический план работы клубного формирования. Планирование работы клуба составляется на основе результатов исследования, пожеланий участников и учетом планирования клубного учреждения. План работы любительских объединений бывает долгосрочный, может и оперативный, квартальный, может быть в зависимости от периодичности встреч и заседаний в клубе руководитель может планировать работу на календарный месяц. Так, план работы клубного формирования утверждается директором. Это я показываю образец. План работы на год или на квартал. И план клубного работы – это организационная деятельность, учебная деятельность, концертная деятельность, может быть и воспитательная работа, если это детские коллективы, и обязательно репертуарный план. Так, приказ руководителя учреждения издается ежегодно в начале творческого сезона в сентябре. Срок действия приказа один творческий сезон – это с сентября до мая. Приказ о создании коллектива художественного творчества. Я тоже показываю здесь образец. Клубное формирование считается созданным не с момента утверждения положения, а с момента издания приказа по учреждению о создании клубного формирования и зачислении в него участников на основе личных заявлений. Создание образец я вот показываю, можете посмотреть. И приказ о продлении деятельности коллектива художественного творчества. Опять-таки здесь образец, можете смотреть. Продлить деятельность коллектива. И приказ о прекращении деятельности коллектива художественного творчества, если руководитель не может дальше работать, если то можно там сделать о прекращении деятельности приказ. Организация деятельности коллектива художественного творчества – это приказ о создании положение коллектива художественного творчества, утвержденное расписание занятий, паспорт коллектива художественного творчества, план работы коллектива художественного творчества на год и журнал учета деятельности коллектива художественного творчества. Журнал учета обязательно. Документ – это
является документом строгой отчетности, который подтверждает работу клубного учреждения и клубного формирования, служат формой контроля по итогам планирования финансовыми документами для определения групп по оплате труда и других организационно-экономических показателей. Так. Журнал ведется на русском языке, записи в журнале ведутся аккуратно, страницы журнала нумеруются, начиная с первой страницы. Журнал ведется лично руководителем коллектива, заполнение всех граф журнала обязательно. Так, посещаемость занятий коллектива отмечается следующим условным обозначением. Отсутствие – это Н, болен – это Б, и напротив фамилии присутствующих никаких пометков не ставится. Журнал учета я здесь показываю тут тоже образец, титульный лист. На титульном листе журнала указывается название коллектива, название учреждения, расписание занятий, фамилия, имя, отчество руководителя. Все данные записываются полностью без сокращения. На первой странице журнала излагаются требования к заполнению журнала учета работы клубного формирования. Руководитель обязан ознакомиться с ними и поставить подпись и дату. На следующей странице указываются общие сведения руководителя коллектива, список участников клубного формирования. При заполнении раздела «Репертуар» необходимо полностью указывать название произведения и его авторов. Если по специфике своей работы формирование не имеет репертуара, раздел не заполняется. Так, и дальше мы идем. Посещаемость. Руководитель обязательно проверяет, как заполняется журнал в разделе «Замечания администрации по работе клубного формирования». Лицам, проводившими проверку работы клубного формирования, указывается дата проверки, замечания и предложения по совершенствованию работы клубного формирования или ведению руководителем документации коллектива. Отметка руководителя об исполнении замечаний ставится в специальной графе после устранения недостатков, выявления в работе, но не позднее 10 рабочих дней. Если устранение недостатков невозможно, в отметке о выполнении делается запись, принято к сведению, или замечания по ведению журнала нет. Если замечаний нет, то делается запись, замечаний нет. Так, отметка об исполнении замечаний. Замечания должны быть отмечены следующие аспекты: своевременность и правильность внесения записи в журнал, соответствие организационно-творческому плану клубного формирования, разнообразие форм проведения занятий и мероприятий, подготовка и проведение итоговых занятий, посещаемость занятий. Программа клубного формирования. Главный документ – это документ отражает силовые установки и содержательную основу процесса передачи специальных знаний, умений и навыков в рамках работы клубного формирования. Так, структура программы клубного формирования – это пояснительные записки, цели, задачи, сроки реализации, да, учебный тематический план, содержание программы, методическое обеспечение программы, финансовая программа. Минимальные нормативы результатов деятельности клубного формирования в хоровом и вокальном искусстве. Это ежегодное обновление не менее 3 части текущего репертуара, концертная программа из одного отделения, 6 номеров для участия в концертах, представлениях, выступления на других площадках не менее 1 раз в квартал. Фольклор, ежегодное обновление половины текущего репертуара, фольклорная программа, 8-10 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры и выступления на других площадках не менее 1 раз в месяц.
Хореография, ежегодное обновление четверти текущего репертуара, концертная программа из 2 отделений, 6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры, выступления на других площадках не менее 1 раз в квартал. И театральный – это ежегодное обновление репертуара, один многоактный или 2 одноактные спектакли, 4 номера миниатюры для участия в концертах, представлениях базового учреждения культуры и выступления на других площадках не менее 1 раз в квартал. И декоративно-прикладное искусство – это организация 2 выставок за творческий сезон. Так. Показатели качества работы творческого коллектива – это стабильность его личного состава, участие в смотрах, конкурсах творческого мастерства, положительная оценка деятельности общественности. И рекомендуемая продолжительность занятий. Здесь в слайде показано, что дошкольные и младшие школьный возраст – это 2 раза в неделю, 30-45 минут продолжительность занятия. И средний и старший школьный возраст и взрослые 2-3 раза в неделю, 1,5 часа академического часа с перерывом 10 минут. Нормативы клубного формирования КУДУ по видам и жанрам народного творчества, рекомендационные показатели. Это здесь музыкальное искусство, это до 500 человек населения 1-2, от 500 до 1000 человек 2-3, от 1000 до 2000 человек населения это 3-4. Должен быть клубное формирование. И театральные, хореографические, фольклорные, декоративно-прикладное творчество. Здесь вы видите на слайде, сколько должен быть именно клубное формирование по направлениям. Продолжительность рабочего времени штатных руководителей устанавливается согласно требованиям Трудового кодекса. Рабочее время руководителем творческого коллектива засчитывается работа с коллективом по подбору участников творческого коллектива, просветительская и воспитательная работа с участниками, работа по изучению и сбору фольклора, разучивание партий, разучивание музыкальных и хореографических произведений в театральных ролей, репетиционная работа, выпуск спектаклей, концертных программ, организации выставок. Организационная работа, подбор репертуара, мероприятия по выпуску спектаклей, концертов, именно составление монтажных листов, созвука и светооператорами, работа со сценографией, работа с режиссером и райдера. Ведение документации творческого коллектива и привлечение спонсорских средств для развития коллектива. Спасибо за внимание. На этом я заканчиваю.